Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаляму аля Расулиллахи Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Субхану ва Тааля в человеке создал три нематериальных субстанции. То есть, кроме тела, в человеке присутствует три нематериальных субстанции. Это разум, второе – кальб, сердце, и третье – нафс, то есть низшая душа, нафс – это где сосредоточены все низшие качества человека, эмоции, чувства, и которые действительно ведут человека безрассудно к какому-нибудь нехорошему действию. Аллах Субхану ва Тааля возвысил человека тем, что создал ему разум. Разум зачем создан человеку? Аллах Субхану ва Тааля, как мы слышали в хадисах пророка Мухаммада ﷺ, создал разум еще за 70 тысяч лет до появления Адама, до создания Адама, и попросил его и приказал ему, не попросил, а приказал, сказав, что подойди. Разум подошел. Сказал, отойди. Разум отошел. Потом он спросил у разума, кто ты, а кто я? Разум ответил, я твой раб, ты мой Господь. Через некоторое время Аллах Субхану ва Тааля создал опять кладезь нафса. И приказал нафсу, сказал, подойди ко мне. Нафс отошел. Тогда он приказал, отойди от меня. Нафс, наоборот, подошел близко к Аллаху. Потом Аллах спросил, ты кто и я кто? Он говорит, ты это ты, а я это я. После этого Аллах Субхану ва Тааля много-много тысяч лет заставил голодать и страдать нафс. И через некоторое время, в нашем понимании этого времени, подозвал к себе нафса. Нафс подошел, приказал отойти, нафс отошел и спросил, нафс, я кто и ты кто? Нафс сказал, я твой раб, а ты мой Господь, о величайший Аллах. То есть из этого следует, что разум дан человеку как милость, а нафс как испытание. Кроме этого существует еще кальб, сердце, про которое Мухаммад ﷺ говорит, что в человеке есть кусочек плоти. Если этот кусочек плоти, кусочек мяса здоровый, то и все тело будет здоровым. Но если это сердце нездоровое, то все тело будет нездоровым, и человек будет нехорошим. Имеется в виду не тот кусок мяса, который качает нам кровь, не то сердце, а есть еще духовное сердце, которое называется кальб, про которое Аллах Субхану ва Тааля говорит, что у некоторых у вас есть такие сердца, через которые не пробивается божественный свет. Эти ваши сердца, они крепче, чем камень. Потому что бывают камни, через которые просачивается вода капельками. Бывает, что через некоторые камни, через утесы пробиваются источники. Иногда реки разрывают эти камни. Но бывают такие души у людей, которые ничто не может пробить. Они заблудшие. Они являются растопкой для огня. Аллах Субхану ва Тааля создал разум для того, чтобы различить человеку, чтобы человек мог различить шариат и идти по этому шариату. Шариат, что это такое? Шариат – это законы, правила поведения человека, индивидуума на земле. Шариат – это свод законов божественных, которые определены человеку. И этот шариат обучает несколько наук, как акида, фикх и адаб, ахлак. Так вот, если человек не может воспитать свое сердце, свою душу, то он теряет очень много, и он очень страдает. Для человека очень вредна безнравственность.
То есть есть такая болезнь, безнравственность. Только разум, если он сильный, если Аллах Субхану ва Тааля раскрыл этот разум и раскрыл душу человека, где он говорит «Алям нашрах ляка садрак», когда обращается к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, неужели мы не раскрыли твою грудь, твою душу к милости Аллаха? Или «Инна фатахна ляка фатхан мубина», мы же раскрыли тебе ясным раскрытием все твое сознание, всю твою душу и открыли тебе путь к божественной милости. Если Аллах Субхану ва Тааля не раскрыл человеческое сердце к божественной милости и не раскрыл его разум, то человек попадает, то есть к нему прилипает такая болезнь, он начинает заболевать, которая самая вредная для человека болезнь – это безнравственность. Человек должен воспитывать в себе мораль и нравственность, потому что без этого он не сможет жить на земле. Как мы сказали, что это превращается как в камень, может быть даже еще жестче, еще крепче, через который ничего не проходит. И для этого помогает человеку сердце, душа. Человек постоянно должен воспитывать свое сердце. Идет борьба между разумом и нафсом за управление человеческой душой, человеческим сердцем. Душа в данном понятии сердца, понятие нравственности. Если у человека широкое сердце, широкая душа, как принято говорить, человек становится этически, морально нравственным, человеком высокой морали, высокой нравственности. Но если наоборот, то остается сожалеть. Для того, чтобы исправить, мы говорим, что нужно постоянно очищать сердце. Разум для этого и дан человеку. И Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нашему разуму, и говорит: «Иннама ятадаккаруна улюль альбаб». Вспоминают Аллаха, зикр делают Аллаху только те, которые обладают разумом, обладатели разума. И человек, который Аллах Субхану ва Тааля не определил нормальное сознание, нормальный разум, человек не может вспомнить Аллаха, вспоминать Аллаха, не может совершать зикр. Потому что зикр – это то лекарство, которое очищает кальб, сердце человека. Как мы знаем, для того, чтобы достичь первого понимания, для того, чтобы начать очищать кальб, свое сердце зикром, человеку сначала нужно достичь состояния таква. Таква – это богобоязненность. Что такое богобоязненность? То есть это страх перед Аллахом. Страх не такой, как животный, страх смерти или страх какого-то, или испуг какой-то. Нет, страх потерять доверие Аллаха. Потому что самое страшное человеку, когда в судный день он предстанет перед Аллахом, и Аллах отвернется от него, скажет: «Мой раб заблудился и не признавал меня». Да и в этом мире Аллах может отвернуться от человека. Если Аллах Субхану ва Тааля отвернулся от человека, человек теряет чувство страха, чувство богобоязненности. Богобоязненный человек, он старается найти довольство Аллаха. Он старается везде искать довольство Аллаха. И его любовь – это такой страх. Страх потери доверия своего любимого, своего любимца. Наш самый любимый – это Всевышний Аллах, потому что Он нас создал на земле. Он дал нам пропитание, Он дал нам жизнь, Он умертвит нас и представит перед собой. Исходя из нашего поведения на земле, из нашей жизни на земле, Аллах Субхану ва Тааля определит нам вечность в раю или вечность в аду, то есть вечное наказание или вечное свое довольство. Таква. Что бы мы ни делали, мы должны придерживаться таква, богобоязненности
Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юханнас, иттаку раббакум». Сура Ан-Ниса, первый аят, обращаясь к человеку, ко всему человечеству, говорит: «О люди, бойтесь Аллаха, будьте богобоязненны». Или же говорит: «Я юхалладина аману иттакуллаха хакка тукатихи». То есть: «О те, которые уверовали, будьте богобоязненны так, как определил вам Аллах быть богобоязненными». Или же в одном другом, еще в одном аяте Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь, говорит: «Иттакуллаху мастататум». Будьте богобоязненны настолько, насколько вы можете. То есть Он всегда обращается к нам, чтобы мы были богобоязненными, потому что богобоязненность, таква, это первейшее лекарство, первый путь к принятию лекарства зикра, для того, чтобы вылечить вот это сердце, духовное сердце, и чтобы человек стал человеком. Если человек не сможет быть богобоязненным, если он, совершая какой-то небольшой грех или какой-то макрух, то есть недозволенный, нерекомендуемый, если он не побоится Аллаха, не побоится того, что Аллах может рассердиться на него или отвести свой божественный взор, то надо вспомнить здесь хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что когда человек совершает небольшой грех, в сердце человека, в духовном сердце, появляется маленькая черная точечка. И эта черная точечка, если он вовремя его не исправит, она разрастется с каждым новым недозволенным действием, макрухом. Вот почему мы предупреждаем, что не надо совершать макрухи, недозволенные, нерекомендуемые действия. Нужно воздерживаться, потому что множество макрухов превращается в один грех, может быть, даже и большой. Так же, как и Мухаммад ﷺ говорит, что так же, как и гора не состоит из отдельного целого камня, а состоит из мельчайших галек или других камней, кусочков камня, также и грех человека, большой грех, состоит из маленьких макрухов, недозволенных действий, ошибок или всего. Для того, чтобы очистить сердце, нужно еще истигфар, попросить прощения у Аллаха. Без этого невозможно. Если вот эта точечка с совершением макрухов, недозволенных действий, или харамов, или каких-то грехов разрастается, она покрывает все сердце, и вот это сердце, облачившись в скорлупу бесстрашия перед Аллахом, гисьян, как называют в шариатской терминологии, если он стал асием, он превращается в подобие того, который первый совершил марсият, который первый взбунтовался. Это Иблис, ла'натуллахи алейхи. Он приближается к нему. В данном случае для того, чтобы очистить вот эту точку или вот эти черные пятна на сердце, духовном сердце человека, Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь, говорит, что сначала вам нужно очистить истигфар. После этого нужно добавить туда лекарство. Лекарство зикр Аллаха. Для того, чтобы принять это лекарство, сердце должно войти в своеобразный режим, распорядок, который называется таква. Это своеобразный рецепт. И только в данном случае человек может уйти, очистить, уйти от марсията, уйти от своих ошибок. И Аллах простит и повернется к нему своим божественным лицом и озарит его своим божественным взором. Шариат без веры в сердце человека, без богобоязненности, сколько бы ты ни выучивал эту книгу, эту науку, акида, фикх или другие книги, если у тебя нету основной базы, называемой иман, если оно на основе богобоязненности таква,
не подпитано лекарствами, зикром и истигфаром, если человек за каждым своим действием не боится потерять доверие Аллаха, то в данном случае никакого толку от этого изучения, из этих исламских наук не произойдет. Не будет толку. Для того, чтобы быть толку, для того, чтобы человек принял полностью религию ислам, изначально нужно воспитать в сердце богобоязненность, подпитывая зикром и истигфаром, и добиться уровня имана, веры, безоговорочной веры в Аллаха. И страх потерять доверие Аллаха, довольство Его. Только в этом случае Аллах Субхану ва Тааля сделает нас настоящими людьми. Да ниспошлет Аллах на всех нас свою милость и благодать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.